Вебинаре, который посвящен проведению республиканского конкурса методических разработок РОК-музея. Данный конкурс проводится в рамках реализации в Республике Коми мероприятий проекта «Культура для школьников». Это межведомственный культурно-образовательный проект двух министерств. Министерство культуры Российской Федерации и Министерство просвещения. В прошлом году данные конкурсные мероприятия у нас уже проводилось, и в этом году, в 2022 году, оно также вошло в перечень мероприятий, реализуемых в данном проекте. Сегодня мы с вами рассмотрим основные положения, сроки проведения, а также требования, предъявляемым конкурсным материалам. И у вас будет возможность задать вопросы в чате и, соответственно, в специальной вкладке. По окончании нашей встречи вам будет предоставлен доступ к материалам, то есть к презентации, а также к положению о данном конкурсе и к форме согласия на обработку персональных данных. Ну и вы видите, что есть в чате уже ссылка на документы по проведению конкурса, поэтому если вам интересен данный формат участия в конкурсном движении, пожалуйста, вы можете ознакомиться с положением, ну а также задать все необходимые интересующие вопросы. Как правило, мы рассматриваем основания и для проведения данного конкурса в самом начале. И в первую очередь нужно назвать как раз межведомственный приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и, соответственно, Министерства культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми от 25 ноября 2021 года, номер 648-П/1-608-ОД, об утверждении комплекса мероприятий по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Республике Коми в 2022 году. Одним из операторов данного проекта выступает Коми Республиканский институт развития образования, который также участвует в реализации основных мероприятий данного проекта. И второй как раз вот приказ нашего института является основанием для проведения этого конкурсного мероприятия. Рассмотрим основные цели и задачи проведения данного республиканского конкурса. Во-первых, нужно отметить, что конкурс проводится с целью выявления, поддержки и распространения инновационного опыта педагогических работников, которые осуществляют урочную, внеурочную деятельность, воспитательную деятельность в образовательных организациях Республики Коми посредством привлечения как раз возможностей культурных учреждений, не только школьных музеев и так далее, с целью оптимизации в целом образовательного процесса, образовательной среды и использования ее потенциала для достижения целей, связанных с реализацией ФГОС и не только. Фактически мы предполагаем, что по итогам данного конкурса у нас появится некий продукт в виде обобщенных уже разработок, в данном случае мероприятий, которые можно будет использовать в образовательном процессе и тиражировать на территории Республики Коми. В том числе и с учетом тех, по сути, достижений, которые мы, так скажем, получили по окончании реализации данного конкурса в прошлом году. Ряд задач преследует также данные конкурсные состязания. Это создание условий для самореализации педагогов по использованию музейных и других фондов для организации учебно-воспитательного процесса, транслирование лучшего педагогического опыта в форме педагогических методических разработок, направленных на организацию образовательной деятельности, просветительской деятельности с обучающимися, которые посвящены значимым культурным событиям, ознакомлению с музейными выставочными экспозициями образовательных организаций и учреждений культуры Российской Федерации и Республики Коми. Также мы обращаем внимание на то, что данный конкурс реализуется в контексте приобщения обучающихся к непосредственно культурным историческим событиям, которые характерны и для нашей страны, и для нашего субъекта. Если в прошлом году основной уклон и крен был связан как раз именно со столетием Республики Коми, то в 2022 году мы выходим уже на более, так скажем, широкий формат, то есть это любое культурное событие, в том числе и историческое событие, которое характерно для нашей с вами страны в целом и для Республики Коми в частности.
Ну и, конечно же, это создание условий для формирования метапредметных навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, обучающихся с использованием ресурсов образовательных организаций и учреждений культуры Российской Федерации и Республики Коми. Конечно, вы можете задать вопрос, при чем здесь образовательная организация. Опыт проведения конкурса в прошлом году показал, что участники достаточно активно используют непосредственно фонды своих школьных музеев, в которых также отражается ряд событий, связанных с теми же историческими или культурными событиями, которые характерны для нашей с вами непосредственно республики и локально для данной образовательной организации. И этот опыт нам показался достаточно оптимальным и органичным в рамках данного конкурса, поэтому мы в том числе и включили в качестве возможного источника информации, коллекции и так далее, это, конечно же, и сами образовательные учреждения, и в частности школьные музеи. Дальше. Кто может быть участником данного конкурса? В конкурсе принимают участие педагогические работники, основным местом работы которых является организация общего образования. Мы имеем в виду в данном случае это школы, профессиональные образовательные организации, это организации специального коррекционного образования, детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интернатные учреждения Республики Коми. Мы также говорим о том, что у нас принимают участие или могут принимать участие педагоги, представляющие организации дополнительного образования и так далее. И нужно отметить, что участие в конкурсе является бесплатным, добровольным, индивидуальным и так далее. В конкурсе не принимают участие победители и призеры конкурса 2021 года. То есть такое ограничение в данном случае представлено. Основные сроки, основные этапы проведения конкурса. Конкурс длится достаточно долго, в данном случае это у нас получается 4 месяца, и это сделано для того, чтобы как раз предоставить возможность педагогам дать время подготовить те продукты, те проекты, которые они представят непосредственно на конкурсе. Поэтому посмотрите, пожалуйста, проведение конкурса начинается с 1 марта и будет продолжаться по 30 июня 2022 года. Весь этот период условно поделен на разные этапы. И первый этап – регистрация участников и размещение документов, конкурсных материалов по ссылке, которая здесь обозначена, будет осуществляться с 1 марта по 15 мая 2022 года. Далее, с 16 по 20 мая запланирована техническая экспертиза конкурсных материалов, определение участников конкурса, уточнение состава, для того, чтобы заявки не потерялись, так скажем, да, может быть, где-то какая-то информация до нас, как до оргкомитета конкурса не дошла и так далее, чтобы мы могли все это проверить и уточнить у всех участников. А с 21 мая по 17 июня у нас начинается экспертиза конкурсных материалов. И, по сути, с 18 июня по 30 июня будут определены непосредственно победители и призеры конкурса, объявлены итоги конкурса и проведено награждение победителей и призеров конкурса. Даты пока в данном случае не точны. Естественно, мы будем работать персонально с каждым, в данном случае, участником этого конкурса. На этом же слайде представлены две основные номинации, которые были и в прошлом году. Конкурс проводится по двум номинациям. Это урок и внеурочное, в данном случае, мероприятие. И в этом году мы планируем дифференцировать данные номинации, конечно же, в зависимости от количества конкурсных работ, еще и по уровням образования. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование, профессиональное образование. При малом количестве конкурсных материалов их оценка будет осуществляться только по номинациям. То есть общее количество работ по номинации урок и общее количество работ по номинации внеурочное мероприятие. Все зависит, конечно же, от активности участников, которые будут принимать участие в конкурсе и не только. На этом слайде представлена как раз информация о размещении конкурсных материалов, и все участники по ссылке, которая здесь представлена, в разделе «Подать заявку»
заполняет регистрационную форму, которая частично представлена на этом слайде, да, потому что она продолжается, продлевается, и если вы пройдете по ссылке, вы сможете обнаружить, что все документы и вся необходимая информация здесь достаточно легко фиксируется. Далее загружает сканированный вариант оформленного согласия на обработку персональных данных, загружает одним архивом конкурсные материалы или указывает ссылку на их размещение в информационно-телекоммуникационной сети интернет для того, чтобы оргкомитет мог непосредственно их в данном случае обнаружить, установить, определить и, соответственно, проверить, насколько эта ссылка является рабочей, для того, чтобы эксперты могли с ней взаимодействовать и оценивать уже представляемые непосредственно материалы. Буквально это уже означает, что предлагается несколько способов предъявления конкурсных материалов, ну и, соответственно, если объем материала будет действительно достаточно велик, так скажем, да, то можно как раз представлять в виде ссылок и так далее, либо в виде документа с гиперссылками и так далее на данные материалы. Далее, какие требования предъявляются к содержанию и к оформлению конкурсных материалов? Рассмотрим их с вами подробнее. Конкурсные материалы должны соответствовать основной направленности конкурса, то есть достижению образовательных результатов в соответствии с ФГОС и популяризации деятельности музеев, в том числе школьных, выставочных залов и так далее, Российской Федерации Республики Коми, различных художественных проектов, а также должны быть связаны с популяризацией культурных и иных событий, которые связаны с историей и культурой Российской Федерации Республики Коми. В положении конкурса представлены основные требования. Конкурсные материалы должны содержать титульный лист, оформление которого представлено в положении как пример, оглавление, аннотацию. В аннотации, обратите, пожалуйста, внимание, указывается цель, задачи, планируемые результаты, методы, ресурсы, в том числе и цифровые, ссылки на сайт учреждений культуры, музейные коллекции и так далее. Это, собственно, сценарий урока или внеурочного мероприятия, который включает в себя текстовые материалы для учителя, текстовые материалы для обучающихся, описание коллекции экспонатов, кейсы, задания и так далее. То есть все то, что предполагается в содержании непосредственно конкурсной разработки. Также нужно обратить внимание, что здесь же отмечается список использованных источников информации, в том числе ссылки на использованные коллекции экспонатов и другие дидактические материалы. Допускается дополнительную информацию представить в форме приложения к методической разработке, если она действительно достаточно емкая. Конкурсный материал может быть представлен в форме методической разработки урока, внеурочного мероприятия, при этом реализованного, либо реализуемого, так скажем, да, в какой-то определенный период, либо планируемого к реализации, то есть в том числе в дистанционном формате, либо это медиафайл проведенного урока, либо внеурочного мероприятия продолжительностью до 20 минут с описанием представленного видео. То есть реализованные в данном случае методические разработки могут быть представлены как видео, с помощью видеоряда, допустим, или с помощью также текстового, то есть в рамках первой формы. Форма представления содержания урока внеурочного мероприятия представляет собой либо текстовые документы, в том числе с гиперссылками, а также видеоматериалы. Это могут быть фильмы, ролики, сюжеты и так далее, то есть по усмотрению конкурсанта. Какие основные требования к оформлению конкурсных материалов предъявляются? Здесь представлены, как нам кажется, достаточно стандартные требования. Текстовые документы должны быть выполнены в формате Word, шрифт Times New Roman, Кегль 14, межстрочный интервал 1.15 и так далее. На титульном листе материалов указывается наименование конкурса, название конкурсных материалов, номинация, автор с указанием должности образовательной организации и прочее. Еще раз обращаю ваше внимание, что в положении данный пример оформления титульного листа также будет представлен. Видеоматериалы и их представление также должны отвечать некоторым требованиям. Видеоматериалы должны быть оформлены в том числе информационной заставкой,
Они могут быть размещены на сайтах образовательных учреждений, либо на персональных сайтах, в данном случае самих участников конкурса. Соответственно, когда оформляется заявка, данные ссылки на видеоматериалы необходимо будет просто-напросто указать. Все названия файлов конкурсных материалов должны быть оформлены участниками по следующему правилу. Первая номинация – это номинация «Урок», вторая номинация – это номинация «Внеурочное мероприятие». Далее указывается после соответствующей цифры нижнего подчеркивания фамилия, имя, отчество. В данном случае фамилия пишется полностью, имя, отчество, инициалы. И после этого фиксируется муниципальное образование. Как здесь представлено, например, 1, нижнее подчеркивание, Иванов, Ухта и так далее. По усмотрению участника конкурса конкурсные материалы могут быть представлены в форме перечня, о чем мы говорили уже ранее, который содержит гиперссылки на, в данном случае, все необходимые документы, информацию, которая дополняет, либо, собственно, раскрывает основное содержание, представляемое на конкурс методической разработки. В 2022 году были внесены некоторые поправки в критерии оценивания конкурсных материалов. Так, наряду с основными критериями оценки конкурсных материалов появились и дополнительные. Напомню, что к основным критериям оценки конкурсных материалов относятся: это оценка актуальности и оригинальности содержания конкурсного материала, это соответствие содержания, цели, задачам урока, научная корректность, методическая грамотность при проведении урока, глубина уровня раскрытия, воспитательная ценность конкурсного материала и так далее. Нужно отметить, что данные критерии не изменились по сравнению с предыдущим годом. В качестве дополнительных критериев оценивания конкурсных материалов предлагается следующее. Представление методических разработок реализованных уроков внеурочных мероприятий, то есть реализация данного методической разработки, собственно, позволяет в этом случае человеку уже иметь непосредственно определенные дополнительные баллы и так далее. Дальше это наличие положительных отзывов о проведенных мероприятиях, а также это использование в данном случае музейного или выставочного содержания, имеющегося в культурных, образовательных, научных учреждениях, и здесь нужно подчеркнуть, Республики Коми. Может, собственно, возникнуть вопрос, а каким образом мы будем оценивать представление методических разработок, то есть оценивать их реализацию? Мы обращаем ваше внимание на второй дополнительный критерий – это наличие положительных отзывов о проведенных мероприятиях. Отсутствие таковых в данном случае или отзывов вообще о проведенных мероприятиях, ну, так скажем, поставит под сомнение, по сути, реализацию, если это будет просто указано, что человек реализовал данную методическую разработку при отсутствии данной информации. Она может быть формальной, то есть когда либо заместитель директора, например, либо руководитель школьно-методического объединения и так далее, фиксирует в свободном порядке непосредственно информацию о том, что данное мероприятие, внеурочный, например, или данный урок был реализован. И фактически, если имеются какие-то отзывы, то это действительно будет выступать еще дополнительным баллом. Как оценивается критерии? Здесь нужно отметить, что не поменялась в данном случае система оценивания. Каждый конкурсный материал будет оцениваться 3 членами жюри. Оценивание конкурсных материалов по каждому показателю будет осуществляться с помощью шкалы 0,1,2, где 0, по сути, информация, которая представлена, не позволяет оценить, так скажем, да, данные критерии и прочее. А частичное представление, либо непосредственно, так скажем, полное раскрытие информации по данному критерию, что позволяет в данном случае члену жюри выставить максимальную оценку. Количество баллов членов жюри заносится в соответствующие в данном случае экспертные листы, и общее количество баллов суммируется по каждому участнику в каждой номинации. Обращаю ваше внимание, что здесь определяется общая суммарная оценка, без определения среднего арифметического, то есть только суммарная оценка.
Победителями конкурса будут признаваться участники, работы которых набрали наибольшее количество баллов при суммировании оценок членов жюри, то есть и занимать непосредственно первое место в рейтинге. При этом количество набранных баллов должно быть не менее 60% от максимально возможного. Если участник является непосредственно первым в рейтинге, но набрал в данном случае общее количество баллов, находящихся в диапазоне 50-60% от максимально возможного, то участник признается призером конкурса с присвоением второго места. Призерами конкурса признаются участники, работы которых набрали наибольшее количество баллов при суммировании оценок членов жюри, и, соответственно, они занимают следующие после первого, то есть второй и третий места в рейтинге. При этом количество набранных баллов должно быть не менее 50% от максимально возможного. При общем количестве баллов, находящихся в диапазоне менее 50% от максимально возможного, данные конкурсанты будут признаваться участниками конкурса. При равенстве баллов, полученных участниками конкурса при соблюдении конкурсных условий, оргкомитет конкурса вправе объявить несколько победителей или призеров конкурса. Почему вводятся данные требования? Нужно обратить внимание, что мы говорим в первую очередь о практиках. Мы говорим о том, что тот продукт, который появится по итогам непосредственно данного конкурса, мы планируем к тиражированию, и, соответственно, мы бы хотели, чтобы представляемые методические разработки имели действительно высокое непосредственно качество. И в связи с этим нам бы очень хотелось обратить ваше внимание на следующий слайд и в данном случае на соблюдение авторских прав. Здесь на этом слайде представлены некоторые в данном случае характеристики, в том числе взаимодействия с оператором конкурса, но я остановлюсь на некоторых из них. Представление материалов на конкурс является согласием авторов на их использование в целях тиражирования лучших методических разработок, посвященных образовательным событиям, природным, государственным, национальным праздникам и так далее, и так далее. При этом заключение отдельных договоров с авторами методических разработок не требуется. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов с правилами конкурса, описанным в настоящем положении. Далее. Размещая материалы, автор гарантирует, что работа выполнена лично им, что по данной работе у него нет обязательств перед третьими лицами, препятствующими подаче материалов на конкурс. Все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на источники. Это касается иллюстраций, это касается в данном случае фото, видео, графических материалов, всех коллекций, экспонатов и так далее, которые, может быть, будут использованы при разработки содержания урока или внеурочного мероприятия. В случае использования автором конкурсной работы сторонних ресурсов необходимо ссылаться на источник, то есть данный пункт является обязательным. Даже если вы делаете самостоятельные фотографии, то вы, по сути, фиксируете в какой-то части непосредственно работы, и, например, в аннотации, что представленные фото, используемые непосредственно в методической разработке, сделаны вами самостоятельно. Все права при публикации работы оргкомитетом конкурса остаются за автором, и оргкомитет вправе без согласия автора или иного правообладателя без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора использовать свободно представленные материалы и использовать данные материалы путем репродуцирования. Выплата авторских гонораров в любой форме в этом отношении не предусмотрена. Еще раз хотим обратить ваше внимание на данный пункт и на обязательства по соблюдению авторских прав. Информационное сопровождение конкурса у нас осуществляется на двух сайтах. Это сайт «Профессиональные конкурсы», где представлена ссылка, и она же представлена в данном случае в чате. Вы можете непосредственно обратиться уже по ней и посмотреть документы. И сайт «Культура для школьников» – это сайт, который сопровождает реализацию межведомственного культурно-образовательного проекта. И там также мы размещаем информацию по всем мероприятиям, которые у нас реализуются в рамках проекта. Как я уже в самом начале сказал, оператором конкурса
По реализации межведомственного проекта у нас выступает Коми-Республиканский институт развития образования. И поэтому, если у вас есть вопросы, уважаемые коллеги, пожалуйста, звоните либо обращайтесь в центр, в данном случае по телефонам в Сыктывкаре 28 60 11, либо добавочный 339, либо 312, и мы непосредственно в том числе ответим на все ваши вопросы, присланные по электронной почте, и объясним при необходимости или ответим на все интересующие вас вопросы. Итак, резюмируя, хочу сообщить о том, что в рамках реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 1 марта по 30 июня будет проведен республиканский конкурс методических разработок «Урок музея». Уважаемые коллеги, мы призываем вас к активному участию в этом мероприятии и просим вас также принять участие в распространении информации об этом конкурсном состязании. По итогам сегодняшней встречи вся информация будет размещена в новостной ленте непосредственно на сайте института, а также на тех сайтах, которые у нас имеются. Ну, а давайте мы посмотрим в данном случае, скажем, можно ли отправить по одной работе в каждой номинации от одного участника. Ограничений в этом отношении нет, поэтому вы можете представить работы по разным номинациям, и поэтому думаю, что здесь педагог может быть свободен, так скажем, и во внеурочные, и в данном случае по уроку и так далее. У нас имеется, напомню еще раз, пока потенциальная градация по уровням образования, но если будет достаточное количество работ для того, чтобы мы могли в данном случае оценить их и, соответственно, выставить какой-то рейтинг уже по уровню. Напомню, что если количество работ будет недостаточным, то у нас оценка будет осуществляться только по двум номинациям. Отдельно разработки уроков и отдельно разработки внеурочных мероприятий. Относительно самих работ, мы некоторые из них, давайте таким образом договоримся, что разместим на сайте «Культура для школьников», для того, чтобы вы могли в данном случае посмотреть, да, что было представлено фактически, что по итогам и первого, и второго конкурса войдет непосредственно в этот сборник. Поэтому следите, пожалуйста, за новостями. В данном случае после появления новости на сайте института там также будет указана непосредственно ссылка на сайт «Культура для школьников», где будет, собственно, размещен этот пример подготовки, в данном случае уже методической разработки. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Еще раз хочу обратить ваше внимание, если они останутся и не будут освещены в рамках нашей сегодняшней встречи, у вас есть возможность либо позвонить по телефонам, представленным на данном слайде, либо написать по электронным адресам, которые также представлены на данном слайде. Поскольку у нас нет в чате вопросов и специальной вкладки также нет вопросов, я благодарю вас за участие в нашей информационной встрече и до новых встреч. Всего доброго, будьте здоровы. До свидания.